Так, к финальному забегу готовятся женщины и девушки. Под номером 57 стоит Изабелла Борисова, чемпионка России в беге на 100 километров. Под номером 1 мастер спорта международного класса Наталья Леонтьева. 82 под номером Шарная Светлана. Ну и остальные женщины и девушки. У всех общий старт. Ввиду того, что участниц не так уж и много, и поэтому решили всех объединить. Им предстоит бежать 7,5 кругов на дистанции 3000 метров. Так, дается старт. Начали. И Леонтьева Наталья сразу врывается вперед. За ней держится Изабелла Борисова. В прошлом году на спартакиаде Монтяро в Бердигостяхе на этой дистанции выиграла Наталья Леонтьева. Изабелла Борисова тоже с приличием для спортсменки, которая тренируется на 100 километров. А именно 10 минут 01 секунда у Изабеллы Борисовой был результат. Она тогда заняла второе место. Ну и вот вся элита. Татьяна Юрьевна Жиркова стоит, заслуженный мастер спорта. Наталья Сотникова, мастер спорта международного класса бега на 100 километров. Ну и пятикратная чемпионка России, победительница московского марафона, рекордсменка, победительница марафона Азия-Европа, Европа-Азия в Екатеринбурге, участница чемпионата мира 2019 года в Дохе, Катар. Так, первый круг уже преодолели. Изабелла Борисова, ну, можно сказать, к моему удивлению, недалеко отстает от Натальи Леонтьевой. У нее скорость, несмотря на то, что она тренируется на 100 километров, вот, в скором времени она будет бежать в Суздале, как она недавно мне сказала. В Суздале будет бежать дистанцию 100 километров, но там непростая дистанция. Будет бегать по пересеченной местности. Сама дистанция 100 километров на ровной поверхности, тяжелая трасса. И сейчас еще и делает такие вот старты, которые еще по пересеченной местности. Ну а Наталья Леонтьева уверенно лидирует в этом забеге. Ну и Изабелла Борисова. Так, ну и основная масса участниц тоже вот бегут. Александра Нежаева. Леонтьева Наталья.
Татьяна Юрьевна говорит, доставай. А доставать надо Татьяну Леонтьеву. Ну, в прошлом году Изабелла удивила своим бегом. На дистанции 5000 метров она тоже заняла второе место вслед за Натальей. Тогда она пробежала за 17 минут 31 секунда была. Ну а 3000 метров она тогда пробежала 10 минут 0,1 секунда. Ну а вчера она пятерку пробежала за 17 минут 58. Сейчас как бы сезон летний только-только начинается. Это второй старт на улице. До этого были соревнования, которые проходили, провели университет, открытое первенство университета. Но многие там не выступали, поэтому, возможно, Изабелла Борисова сейчас на стадионе, на свежем воздухе, на улице стартует впервые. И как она сказала, в июле месяце, где-то в конце, наверное, по крайней мере, после спортивных игр, будет бежать на 100 километров. Так, ну я пойду, наверное, к финишному створу. Хотя сейчас немножко посниму здесь. Вот Сардана Трофимова тоже снимает. Ну, Петр Захаров, участник марафонов Чикаго и Бостон, тоже тренируется под руководством Татьяны Юрьевны. Наверное, я пойду, наверное, к финишному створу. Скоро девушка уже закончит, чтобы не проморгать финиш. Катя, давай! Ну а для людей, которые не знакомы с нашим городом, это Юнос стадион Тоймада. Он был построен в 1996 году турецкой компанией, если не ошибаюсь, Сула или как-то так было название этой фирмы. Они в 1996 году здесь проходили первые международные детские игры «Дети Азии». Вот такой стадион на 3000, на 18 тысяч, по-моему, посадочных мест. Я так попробую сейчас вокруг полностью здесь места, чтобы зрители сидели. На открытиях «Дети Азии» стадион бывает полным. Ну а сейчас вот такие отборочные соревнования, ввиду того, что население и города Якутска маленькое, и самой республики меньше миллиона. Но тем не менее у нас есть чем гордиться. Есть очень хорошие стадионы, плавательные бассейны, другие объекты спортивного назначения, катки и так далее. Сейчас Якутск вполне может организовать у себя соревнования, грубо, не грубо говоря, любого ранга. Этим летом в Якутске будет проходить чемпионат мира по масс-рестлингу. Это наш исконно национальный вид спорта, где собирается... ошибка это. Второй призер. И за третье место тут будет борьба между Осиповой Александрой и Василий Спиридонов, Попов Яков стоят. Сейчас. На последний круг. Так, последний круг. Пока я Уважаемые друзья, кое-что про последний стадион круг рассказывал. отправляем. Татьяна Наталья Леонтьева уже бежит. Она лидер среди девушек. Отправляется на последний круг. Скоро здесь будет Изабелла Борисова, которая
на второй позиции бежит. Изабелла Борисова, вот, белой майке. Спортсменка, которая специализируется на 100 километров, очень успешно выступает и на таких дистанциях, как 3000 метров и 5000 метров. У нее и скорость есть приличная, ну и выносливость очень хорошая. Тем она доказала, что в прошлом году она выиграла чемпионат России по бегу на 100 километров. По шоссе это было. И если я не ошибаюсь, результат у нее, по-моему, был 7 часов 34 минуты. Ну, если не ошибаюсь, могу ошибиться. Призер чемпионата России. Итак, Наталья Леонтьева заканчивает, становится чемпионкой города Якутска под первым номером. Так, ну мы сейчас ожидаем Изабелла Борисову. Но сейчас пока я не могу сказать, кто на третьей позиции держится. Осипова Александра говорят. Изабелла Борисова, чемпионка России по бегу на 100 километров, занимает второе место. Уходим, мешаем. Так, некоторым спортсменкам предстоит бежать еще один круг. И сейчас за третье место будет интересная борьба между Осиповой Александрой, Намский Улус, и Константиной Валентиной, Горный Улус. Девочки, уходим, девочки. Да, мешаем всем судьям. Не мешаем судьям. Так, за третье место судья-информатор объявил, что будет интересная борьба, но Александра, фамилию немножко подзабыл. Итак, 599, Осипова Александра, Намский Улус. Осипова Александра занимает третье место. Бронзовой наградой финиширует на 3000 метров, и чуть-чуть не хватает Константиной Валентиной. Константинова Валентина, Горный Улус. Но здесь еще и бегут девушки. 24-й стартовый номер Балаева Екатерина, Аймяконский Улус. И она выиграет забег у девушек. Выиграла забег у девушек Аймяконский Улус. Сейчас за второе место идет упорная борьба. Романова. 43-й стартовый номер Романова Олеся или... Нет, по-моему, Романова Олеся все-таки. Но сейчас фотофиниш у нас работает. К счастью для организаторов работает фотофиниш. Это с 96-го года. 260-й. Иванова Джульетта, Намский Улус. И фотофиниш работает последние годы под очень хороший работник Петр Протодиаконов. Последние годы именно благодаря Петру Протодиаконову проходят у нас и все соревнования по легкой атлетике. Для выявления победителей, призеров и остальных участников. Все это по фотофинишу, и результаты тоже выводятся. Ну и сидят для страховки ручной хронометраж тоже. 292-й Фролова Кристина финишировала. Вот, Это среди женщин. люди, которые смотрят ручным хронометражу. Сергей Степанов, мастер спорта по спортивной ходьбе, тренер, сейчас уже тренирует, у него уже несколько мастеров спорта Российской Федерации по спортивной ходьбе. Для Якутии это как бы новый вид спорта, недавно функционирует у нас в республике. Скрябина Рия, Оленевский Улус район, 130-й стартовый номер
Скепловская Ксения финиширует 87-й. Kucam bile finiştabı kızgıtları görbütün de erde finiştatılar iki kız. Oğul bütün de. Это был братья. Это она Bir de hep kurukların sürüktaklarını finiştasınlar. Denirleri aktaklar erikti fayda. Kaskıya kaldı, bir kız kaldı da. O bir kız kaldı da. O bir kaldı da. Aha, 11 hayvan. Çeçem